В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Правительство направит более 172 миллиардов рублей на развитие дорожной сети в регионах. Сколько получит Якутия? Досрочного периода сдачи ЕГЭ в следующем году не будет. О других изменениях для выпускников школ расскажем в этом выпуске. Все меньше дней остается до Нового года. Как пандемия повлияла на новогоднее настроение якутян и какие подарки чаще всего покупают. Начнем выпуск с важных законов и правил, которые заработают с 1 января и коснутся многих россиян. Итак, минимальный размер оплаты труда вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля. Впервые он превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения. С 1 января средства материнского капитала можно будет потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке. Кроме того, чтобы стать участником программы, теперь не обязательно быть собственником участка, получить сельскую ипотеку сможет и арендатор. С Нового года работникам, которые трудоустраиваются впервые, будут оформлять только электронные трудовые книжки. Те, кто в 2020 году выбрал электронный формат, смогут включить в них записи о всем своем стаже за периоды раньше 2020 года. И еще одно важное изменение. Вступает в силу закон об особенностях дистанционной работы. Он предусматривает, в частности, что удаленка не может являться поводом для снижения зарплаты при сохранении объема работы. Устанавливает нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. Правительство России направит более 172 миллиардов рублей на развитие дорожной сети в регионах в ближайшие 3 года. Правила предоставления и распределения этих средств утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Якутия получит 240 миллионов рублей. Федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. Они позволят автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество ДТП. Правила сдачи ЕГЭ изменятся в следующем году из-за ограничительных мер. Об этом рассказали в Минпросвещении и Рособорнадзоре. Так, для выпускников 11 классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов отменяется. Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по 2 предметам – русскому языку и математике. Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать ЕГЭ, досрочно сдать на удовлетворительный результат экзамен по русскому языку, чтобы получить аттестат. ЕГЭ по математике базового уровня в следующем году проводиться не будет. Основной период ЕГЭ ориентировочно пройдет с 31 мая по 2 июля для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет. Также в Минпросвещении рассказали о новой должности в школах. Это советник по воспитательной работе. Новую должность намерены ввести в 10 пилотных регионах. Эти специалисты займутся организацией воспитательной работы и взаимодействием между школами и другими образовательными организациями. Им будет положена надбавка в 15 тысяч рублей. 45 многодетных семей в Якутии приобрели автотранспорт на основе социального контракта. Господдержку могут получать семьи, которые воспитывают 10 и более детей, включая несовершеннолетних до 23 лет, обучающихся по очной форме. Сумма единовременной выплаты составляет почти 750 тысяч рублей. На эти цели в этом году предусмотрено более 3 миллионов рублей. В этом году, в 2020 году, получили 5 семей в нашей республике. Это 10 и более, семьи 10 и более и приемные семьи. Но в этом году приемных семей нету, заявок не было. В этом году размер выплат 745 тысяч стало. Мы с ними заключаем социальный контракт для улучшения быта семьи. С этого года мы будем получать только заявление от многодетной семьи, а все остальные документы мы сейчас истребуем по межведу из других организаций сами. В
В этом году городу Нерюнгри исполнилось 45 лет. Перспективы развития Нерюнгринского района связаны с ТОР «Южная Якутия» и реализацией ряда крупных инвестиционных проектов. Несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за пандемии коронавируса, промышленность района продолжает активную деятельность. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Павлова. Якорный резидент территории опережающего развития Южной Якутии угольная компания «Колмар» в сентябре 2020-го запустила в работу в первую очередь крупнейшей в России угольной шахты Инаглинская и обогатительную фабрику Инаглинская-2 мощностью переработки 6 миллионов тонн угля в год. Это один из приоритетных проектов компании «Колмар», обеспечивающий поэтапное увеличение добывающих мощностей до 12 миллионов тонн угля в год. Реализация масштабного проекта дает Якутии возможность укрепить лидирующие позиции в угольной промышленности не только Дальнего Востока, но и страны. Это один из, скажем так, первых крупных инвестиционных проектов, где мы пробовали включать механизмы федеральной поддержки территории опережающего развития, предоставления субсидий на инфраструктуру. Вот сегодня приезжая, еще раз могу сказать, что мы это делали не зря. Кроме развития промышленности, в Нерюнгринском районе продолжается мощная перезагрузка системы здравоохранения. Разработанная по поручению главы республики Айсена Николаева, стратегия развития медицины района предусматривает капитальный ремонт и реконструкцию 12 объектов Центральной районной больницы в течение 5 лет. Один из пунктов – создание сосудистого центра с рентгено-эндоваскулярной диагностикой и лечением, что предусматривает в частности установку компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографического комплекса. Здесь уже, конечно, уже более разрешающие способности высокие. Можем определять уже и злокачественное образование небольшого размера. Также можем поражение центральной нервной системы определять. Более разрешающая способность аппарата позволяет делать уже мелкие такие изменения в головном мозге определять. В Нерюнгри продолжается реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день ожидают расселения жильцы более 700 квартир, а это 1500 человек. В администрации города уверяют, что к концу 2025 года все аварийные дома будут расселены. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Актированный день для учащихся столичных школ с 1 по 5 класса объявили сегодня. В Якутске минус 45 штиль. Для школьников организуют дистанционное обучение. В центре Якутска открылась необычная выставка фотографов Якутии. В канун наступающего года быка творческая платформа «Пространство» в сотрудничестве с венчурной компанией «Якутия» решили сделать подарок жителям и гостям столицы. Уникальная экспозиция располагается прямо на улице. Фотографии пейзажей нашей республики размещены на ледяных плитах в виде ленских столбов. А центральную часть выставки занимает скульптура бизона – символ упорства и труда. У нас есть общественная организация фотографов и видеооператоров. Вот в рамках этой организации мы хотим как раз заниматься коллаборациями, делать выставки, для того, чтобы больше народу видел фотографии, смотрел, в каком регионе они живут. Тем более многие это никуда не ездят. Хотя бы так приобщать людей к Якутии. Так как это было такое некое начинание, мы взяли из того, что есть. Да? Это природа, это все, что связано с Якутией. Маленько подобрали из того, что у наших резидентов есть, и выставили. Выставка будет доступна до наступления тепла для всех жителей и гостей Якутска. Как рассказали организаторы проекта, проходить такие коллаборации будут ежегодно. Все меньше дней остается до главного праздника года, а значит, времени на подготовку подарков для родных и близких практически нет. Как пандемия повлияла на новогоднее настроение якутян и что чаще всего покупает, расскажет наш корреспондент Полина Долинская. Новый год для всех, несомненно, остается самым любимым и долгожданным праздником. И хотя многие уже давно не верят в Деда Мороза, независимо от возраста, каждый ждет главную ночь года. В основном из-за подарков. И хочется сделать для своих родных и близких что-то особенно приятное. И традиционно возникает вопрос, что же положить под елку? Женщины обычно радуются ювелирным украшениям, бытовой технике и одежде. Мужчины предпочитают качественный алкоголь и гаджеты. А вот дети уже в зависимости от возраста. Дошколята будут рады сладкому подарку и игрушки, а школьники уже вовсю требуют новомодные гаджеты.
Для предпринимателей предновогодняя пора самая прибыльная. Готовиться к ней начинают заранее, чтобы уже в первых числах декабря обновить ассортимент на прилавках на более праздничный. 2021 год не стал исключением, и витрины пестрят разнообразием. Что же покупают чаще всего? Чаще всего приобретают елочные игрушки в виде символа Нового года. Нынче это у нас белый металлический бык. Ну, стеклянный, конечно, покупают. А так в основном покупают и прошлогодние. Кстати, мышку, крысу. Может, в прошлом году не купили, не успели, нынче тоже покупают. В последнее время покупают для коллег. Именно тайны Санта, что ли, у них там. И приобретают эти вот подарочки. Пандемия внесла свои коррективы не только в повседневную жизнь, но и отразилась на общем настроении каждого. Мы решили узнать, как обстоят дела с предновогодним настроением у наших горожан, и мнения разделились. У меня пожилые родители, а, как вы знаете, все пожилые люди очень к этому относятся, так, серьезно. Вот. Из-за того, что они расстраиваются, расстраиваюсь я, пытаюсь их поддержать и так далее. Ну и финансово, конечно, тоже. Вот в последние дни, перед Новым годом, да, народу так же много, как и в прошлом году. То есть все вот такая новогодняя суматоха у всех тоже. Настроение тоже хорошее. Новый год – это праздник, который объединяет абсолютно всех, и взрослых, и детей. Все мы с нетерпением ждем волшебства и верим в светлое будущее в наступающем году. Но чтобы праздники не были омрачены, не стоит забывать о правилах безопасности. При посещении мест массового скопления людей надевайте маски, обрабатывайте руки и покупки дезинфицирующими средствами. Ведь здоровье не купишь ни за какие деньги. Полина Долинская, Илья Сыромятников, Якутск. Сегодня Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в Гранд-кафе на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино. В России премьера первого фильма состоялась в 1908 году. Это был фильм «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова. Длился он всего 6 минут. С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения. От немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. До новых встреч!